Hikmat ушундай бир аянтчада жыйнап, мамлекетке отыруп сүйлөшүүбүз чоң маселе. И здесь разговор в основном о свободе слова. Сегодня у нас свобода отдельных групп. А какие группы существуют у нас в Кыргызстане, вы прекрасно знаете. И свобода слова, к сожалению, журналисты тоже понимают по-своему. Имею право говорить все, что хочу. Свобода и ответственность, они как бы должны быть одинаковы. Кыргыздар илгертен бери айтып келатпайбы, сөз эркиндиги. Ырчы менен элчиге бөлүм жок деген. Бүттү. Баягы тилге баш кесмек бар да, тил кесмек жок. Бул сөз эркиндигинин туу чокусу. Башка бир элден мен мындай макалды көргөн жокмун. А бирок ошол эле учурда жоопкерчиликте кош айтылганда жаактан жаңылган турбай, буттан мөлөндөн турат. Демек жаактан жаңылган аракет кылуу керек дегендей. Все наши беды в том, что мы не едины, мы разобщены. Каждый свое как бы курятника или в берлоге, естественно, у каждого из нас есть своя песочница. И кажется, что эта песочница лучше, чем у соседа. Это трагедия. Сель уносит песочницу у соседа, мы сидим, радуемся, гордимся тем, что моя песочница осталась. В этом и наша трагедия. Если вот здесь все собравшиеся люди, давайте будем считать так, цвет нации, а что нам мешает объединиться в единую силу? Зависть, чехарды, выралбасты. Но нам ушел нәрселер бізді біріктірбейді. Если мы сидим за одним столом, значит у нас цель одна. Если цель одна, то должна быть сила единая. Я не знаю, только в XI веке русские князья сели первый раз в 1031 году, по-моему, первый съезд русских князей об объединении Руси. Чтобы шведтерден сақтаныш үчүн и поляктардан шляхтичи битвардан сақтаныш үчүн. Вот они же объединились, а потом разошлись. Почему? Потому что московский князь хотел быть первым, Тверской хотел быть первым, Новгородский, Владимирский, Суздальский. И в результате там 300 лет правили другие. Азыр бизде Кыргызстанда ошондой болуп атат. Ишенип коюңуздар, Кыргызстанда азыр ошондой максат кетип атат да. Билесиздерби, сөз эркиндиги дегенде не задевая никого. Я прошу прощения, я столько молчал, не задевая никого. Поймите правильно. Здесь Жылдыз Айтыбаевна абсолютно права в том, что Альберт Группаның өзінің прессасы. У нас нет единого информационного пространства. Это трагедия. Это, хотите, это информационная безопасность. Жалабатта 7-й канал диктует свои правила, Оштова диктует свои правила, там еще по разным каналам. Почему? Потому что Бугиш айткандай, Жээнтековтердин өзүнүн каналы бар, дагы бир группировканын өзүнүн каналы бар, Текебаевдин өзүнүн каналы бар. У нас нету единого национального канала. Трагедия. Это трагедия. Российские каналы, смотрите, ОРТ, это РТР, это НТВ, это официальные каналы. Выражают интересы общества и государства. А у нас нету такого государства. Общественное, я понимаю, интервью по-другому реагируют, я понимаю. Я молчал. Российская РТР это государственная телекомпания. А я о чем говорю? НТС, НТВ, то есть НТВ это акции государства, доли. ОРТ тоже самое. Не перебивайте, уважаемые. Я прошу прощения, конечно. Вот, и они проводят государственную идеологию и государственную политику. Есть чувствуют ответственность, есть точка возврата. Они не переходят эту точку. А у нас в Кыргызстане полнейший возврат, полнейшая вакханалия. Каждый курит, хвалит своего хозяина. Я в свое время говорил, что в Джалабад приедешь, там есть свой Михаил Сергеевич Горбачев. Вот приедешь, и есть свой этот
Никита Сергеевич Хрущев. Да, почему? Потому что хозяева этих телекомпаний. Что касается посудебных, да, мы же радуемся, читая интервью или какую-то там статью, Кыргыздар Капуаловла, Хурсавозда Тырма Прахаталавоста. Если кого-то замочила какая-то газета, мы так гордимся, и ужина не давай, дай почитать вот эту вот махалу. И поэтому, вот смотрите, Икрам Ильмиянова, наша судебная система оценила его честь и достоинство 1 200 000, 800 000 рублей. 1 800 000. А честь и достоинство Мадумарова оценили 20 000. Девальвация полнейшая. Карамушкина 5? Молодец. Молодец. Вот, и самое главное, да, самое главное, газеты некоторые пишут и радуются, получают кайф от этого. Удовольствие-то какое. Нет единства. Вот Токтаева Металиева говорила, жаль, что мы до конца не пошли. Мы пошли до Верховного суда. А выше Верховного суда это палки опять-таки и вперед говорили. Мы не сторонники насилия. На Верховном суде судья озвучила, что Битюк Кыргызстан наша доказательная база оказалась абсолютно ненужной. Вот газета, партия, да, партия Алам тоже пошла. И что доказали? Какая газета писала об этом? На этом заседании, когда, как это судья, как она издевалась. Как она издевалась. Говорил только Мадумаров и Норматова, ни одна газета об этом не писала. Почему? Потому что не надо, это не жаль, не жива. Поэтому нет единства. Жылдыз Айтибаевна абсолютно права. Ошол кыясовича капы болгондорго бул киши айтты, начальник УВД Волжской области. Ошол эле элиңиз бир кесе шорпок куюп берсеңиз сизди деле ошондой эле моктоп берип кечирип коесуз. Ошол эле журналистиңизге барып жакшынатайып кылып бир коробка жасап берсеңиз сизди мактап. Айырма жок. Ваша трагедия, проблема в том, что вы не делаете коробку. Пригласите из Бишкека, дайте, сделайте коробку, там, дайте интервью, и они напишут. И Замира здесь права абсолютно в том, что не все одинаковые. Есть журналисты, поэтому в конце у меня будет предложение, если мы хотим нечто такое, давайте создадим какую-то платформу, какую-то ассоциацию. Назовите как хотите. Мы хотели в Бишкекский форум собрать клуб интеллектуалов. Бишкекский форум, 2 заседания мы провели, великолепно прошел этот форум, но из приглашенных журналистов никто не явился. Клара Сурупова тоже не явилась. Почему? Потому что она зависима от какой-то партии. Если мы отбросим, вот как Махатма Ганди говорил, да, у меня есть единственный тиран, это внутренний голос. А если мы тоже, у нас есть внутренний голос, только тиран, внутренний, собственный голос тиран, а не босс какой-то политической партии или кто-то куда-то выдвинет, вот тогда мы можем объединиться. Давайте назовем это национальной платформой. Егер біз барымыз біріккен болсақ, көп нәрсені жасай аламыз. Мына табылды Акеровтың статьяларын оқып отырып айтады, это золотая голова. Если хотите, это и есть готовая национальная идеология, государственная идеология. Кто мешает объединяться вокруг этой идеи? Азыр жаштар чыкты, мына Адил Тодуровпенен дагы и аттар ушунчалык окшош, мен да айдым. Мы же говорим, но не можем объединиться. Почему? Потому что амбиции. Больше ничего. Ничего лишнего. Амбиции.